Иисус предупреждал своих последователей остерегаться таких людей, как Мухаммед. В Евангелии от Матфея, глава 7, Иисус сказал: «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их». Никто в истории не подходил под это описание лжепророка лучше, чем Мухаммед. Мухаммед пришел к евреям и христианам и объявил себя их другом. Овечья одежда. Но когда он стал достаточно могущественным, он призвал к дальнейшему насилию и порабощению. Хищный волк. Независимо от того, смотрим ли мы на жизнь Мухаммеда или на то влияние, которое он оказал на мир, плоды Мухаммеда нехорошие. Павел получил откровения, в которых говорилось, чему ему следует верить об Иисусе. Он смог проверить эти откровения, обратившись к очевидцам. Аллах предложил Мухаммеду проверить свои откровения, обратившись к людям Писания, евреям и христианам, чтобы убедиться, что его откровения совпадают с нашими откровениями. Мухаммед иногда сомневался в божественном происхождении Корана. И в суре 10, стихе 94, Аллах ответил на сомнение Мухаммеда словами: «Если ты сомневаешься в том, что мы не спаслали тебе, то спроси тех, которые читают Писание раньше тебя». Но если бы Мухаммед действительно сделал это, евреи и христиане сказали бы ему, что его откровения противоречат тому, что содержится в Торе и Евангелии на фундаментальном уровне. Мусульмане встревают и заявляют, что Тора и Евангелие были искажены. Ислам был бы в одном ряду с искаженными книгами только в том случае, если бы сам ислам был искажен. Из источников первого века мы знаем не только о том, что Павел обратился к первым апостолам Иисуса, чтобы проверить его откровение, но и о том, что апостолы подтвердили послание Павла и его авторитет. Иаков, Петр и Иоанн признали, что Павел был послан Богом проповедовать Евангелие среди язычников. Поскольку Евангелие, проповедуемое апостолами Иисуса, было сообщением о его жертвенной смерти, его воскресении из мертвых и его божественной природе, что противоречит Корану, можно с уверенностью сказать, что они считали бы Мухаммеда явным еретиком и лжепророком. Согласно апостолу Иоанну, любой проповедник, учитель или пророк, отрицающий, что Иисус Сын Божий, является антихристом. Мухаммед отрицал, что Иисус Сын Божий. Павел был гораздо более осторожен в передаче историй. Будучи фарисеем, Павел описывает свою жизнь следующими словами: «И преуспевал в иудействе более многих сверстников вроде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий». Он полная противоположность Мухаммеду, о котором один из его современников сказал в Ибн Исхак, страница 243. Мухаммед весь во внимании. Если ему что-то говорят, он в это верит. Человек, который имеет репутацию человека, верящего всему, что ему говорят, это не тот человек, рассказам которого вы хотели бы верить о самом важном человеке в истории.